Прекратите разбазаривать земли. Президент Татарстана сегодня жестко отчитал глав районов, где направо и налево раздают участки. На сельхозугодьях вырастают жилые дома и коттеджи, а не фермы и агропредприятия. Все пробелы в работе пристально изучили на итоговой коллегии Минсельхоза. Будут ли молиться о дожде или усерднее работать? Александра Севастьянова о нюансах сельской жизни. Недолго лента красовалась. Сельскохозяйственные итоги сегодня подвели на Поволжском агропромышленном форуме. Он ежегодно собирает сотни агробизнесменов. Хороший повод не только наладить деловые контакты, но и обсудить насущные проблемы. 210 предприятий со всех уголков мира здесь. Представители компаний России, Белоруссии, Германии, Латвии, США, Украины, Польши и Палестины. Все они стремятся поделиться с посетителями последними достижениями сельскохозяйственной отрасли. А в этом павильоне товары исключительно татарстанского производства. Здесь и овощи, выпечка, молочная и мясная продукция. Все сделано в республике. Ответ аграрии держали перед президентом. Рустам Минниханов плоды труда в прямом смысле опробовал. Тем, кто трудится, себя не жалея и бояться нечего, говорит Габдулхай Каримов, директор агрофирмы Арского района. За качество товара отвечает. Картофель и хлеб ведут буквально от полей до прилавков. Я сегодня каких-то больших проблем не вижу. Сегодня только надо работать. К этому уже на коллегии призвал и Марат Ахметов. Поставил перед аграриями задачу сбор зерна увеличить до 5 миллионов тонн. А это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Тогда посеянным надеждам не дала взойти засуха. И все же успехи 2016-го можно назвать переломными. За последние 7 лет это самый высокий показатель. Сейчас Татарстан в тройке лидеров по стране. Обогнали лишь Краснодар и Ростов. Задача текущего года не только сохраниться в этой тройке, но и обеспечить еще 5% сопоставимого роста, серьезно укрепить наши позиции, поскольку очень амбициозно со своими показателями и динамикой в этот престижный клуб рвутся Белгород и Воронеж. Поднажать и по надоям, и по производству молока поручил уже Рустам Минниханов. Особой задачей для компании «Просто молоко». Увеличили объем в 3 раза, но возможностей было больше, посчитал президент. В полную силу развивать электронную торговлю сельхозтоварами. Еще один наказ президента. Задача для Ахметова и Шейхутдинова – задействовать потенциал сельчан. Особое поручение по сельхозземлям. Здесь не место коттеджам, а должны стоять агрофирмы и предприятия. Жилищным строительством, которое не сопровождается производством, Рустам Минниханов велел не увлекаться. Продать землю потом не вернешь. Каждый кусок земли, даже во многих странах, никаких разрешений никому строить не дают. А без этого как попало. Замечания и убыточным районам просто так проедать бюджет не позволят, заявил Марат Ахметов. По словам министра, показатели выручки на гектар пашни сейчас в разных районах отличаются в 5-6 раз. Ахметов заявил, что Татарстан не может позволить себе такой полярности показателей. Бороться с подобным расточительством бюджета – серьезная экономическая задача на 2017 год. Но нарастить эффективность может только хорошая зарплата. Мотивация сейчас сомнительна, порядка 18 тысяч рублей. Повысить поручил министр. Александра Севастьянова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.